Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Саясат Саякат». Как всегда, мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Сегодня у нас тема очень интересная. Мы будем говорить о кыргызско-белорусских отношениях, о белорусском международном медиафоруме 14-м, который прошел совсем недавно. В гостях программы чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызстане Андрей Сергеевич Строчков. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы любезно согласились в такое жаркое время принять участие в передаче. Вам спасибо, что приглашаете. Алмаз Батилов, журналист, сотрудничающий с сайтом Спутник KG. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну тогда давайте перейдем непосредственно к теме, очень актуальной. Скоро будет саммит ШОС, и брать если динамику за 29 лет кыргызско-белорусских отношений, на какой стадии сейчас находятся кыргызско-белорусские отношения? Добрый день, уважаемые мои телезрители. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня в эту студию. Мы уже не первый раз. И я рад действительно сегодня рассказать о развитии наших белорусско-кыргызских отношений. Хочу напомнить, что в прошлом году мы отметили 25 лет установления дипломатических отношений. Это было в январе прошлого года. Уровень наших взаимоотношений подчеркивает, что к этому юбилейной дате мы обменялись поздравительными телеграммами и на уровне президентов, и премьер-министров, и министров иностранных дел. Хочу отметить, что с каждым годом наши отношения в последние особенно годы приобретают, я считаю, достаточно яркую, достаточно положительную динамику, что отражается и на наших отношениях как в политической сфере, так и в гуманитарной сфере, так и в торгово-экономической сфере. Если брать такой самый, наверное, качественный показатель торгово-экономического сотрудничества, то мы уже более 2 лет с Кыргызстаном, товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном превышает более 120 миллионов долларов США. Это, я считаю, достаточно крупная сумма. И надо понимать, что сегодня это не только поставки белорусской техники, белорусских продуктов питания, белорусской одежды и так далее. Сегодня мы стараемся в кооперации, с учетом тем более, что мы находимся в Евразес, мы стараемся, чтобы поставки происходили и со стороны Кыргызстана. Сегодня, конечно, самый главный поставщик и экспортоориентированное предприятие на Беларусь — это Кыргызавтомаш, которые совместную сборку тракторов наших производят.